А я ему воробей. Если пьете, то хотя бы закусывайте. А я думал, у меня шутки плохие. Вообще-то мы тут тему нового выпуска обсуждаем. Бэтмен. Нет, Чудо-женщина. Вы сами фильм смотрели? Половину. Так вот, в этом фильме уже есть свои злодеи. Да, целая компания. Фашисты. Люди вроде меня. Слушайте, я знаю, почему вы проводите свои занятия по групповой терапии лишь при дневном свете. Да-да, работаем за пригласительные, вечером ходим на сеансы. Если умеешь что-то, не делай это бесплатно. Вы видите способ на этом заработать? Это только начало. И что касается этого телевизионного, так сказать, плана. Нормальная передача. Обозреваем сегодня Чудо-женщину. Не может же DC снимать каждый фильм про Бэтмена. Он испарился. Был пару фильмов назад. Что, по-вашему, плохого может случиться? Все очень просто, мы убьем Бэтмена. Вот только не надо инсинуаций. Я понимаю, Джокер популярный комик-злодей. Но вы вспятили, если решили, что DC будет снимать каждый фильм про ваше с Бэтменом противостояние. Нет, вовсе нет. Я не спятил. Послушайте, вы же персонаж из трилогии Кристофера Нолана. Тихо. Давайте будем держать себя в руках. Не надо так реагировать. Франшизу перезапустили, Джокера теперь играет персонаж Джареда Лето. Ладно, давайте так. Лучше вы мне позвоните, когда начнете относиться к этому хоть немного серьезнее. Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. В новом выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем, как перевернется мир амазонской принцессы Дианы, когда на берегах ее райского острова потерпит крушение американский пилот, и поведает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире. Обсудим картину с сибайскими зрителями и расскажем о других новинках этой недели. Супергерою, чтобы перевоплотиться, необходимо надеть костюм. Примерить свое героическое альтер-эго. Супермену в этом отношении нет равных. В отличие от остальных, он был рожден супергероем. Его алая мантия с вышитой буквой «С», одеяльце, в которые его пеленали младенцем. Его альтер-эго – Кларк Кент, слабый, неуверенный в себе парень в деловом костюме. Маскировка. Именно так он видит людей. Суперменова критика всей человеческой расы. Если этот монолог показался вам знакомым, значит вы смотрите нашу передачу не случайно. Так же не случайно, как Квентин Тарантино вложил эти слова в уста своего персонажа из фильма «Убить Билла». Супергерои вообще занимают важное место в зарубежной культуре. Они давно преодолели пределы комикс-пространства и плотно обосновались на экранах кинотеатров. Представляю вашему вниманию первую супергероиню в истории человечества – Чудо-женщина в объективе «Атмосферы кино». Когда-то я хотела спасти мир. Это прекрасное место. Но чем ты к нему ближе, тем отчетливее видишь великую тьму. Защищать мир – промысел людей, не слабых духом и телом. Здесь как никогда кстати придется наличие парочки суперспособностей. И хорошо, что Голливуд исправно пополняет резервы таких защитников. Бэтмены, Человеки-пауки, Супермены и целая армия не менее харизматичных злодеев по другую сторону баррикад. Благо вызовы, которым приходится противостоять сверхлюдям, по большей части выдуманные. Но случается, что студийные сценаристы обращаются и к историческим сюжетам. Кто ты такая? Скоро узнаешь.
Чудо-женщина, нечеловеческая мощь, грация и воинственный нрав амазонки. Известно ли вам, что задолго до того, как подружиться с Бэтменом и Суперменом, Диана была принцессой на далеком затерянном острове, отрезанном от внешнего мира? Росла в среде мифических амазонок, была крайне непоседливым ребенком и рвалась всей душой и кратным подвигом. Ты будешь тренировать ее жестче, чем любую другую амазонку. В 5 раз сильнее. В 10 раз сильнее. Всегда будь начеку! Не жди, что бой будет честным! До тех пор, пока она не превзойдет даже тебя. Но она не должна узнать правду о том, кто она на самом деле. Мир Дианы переворачивается с ног на голову, когда на остров начинает сыпаться дождь из военных летчиков, да еще и в исполнении одного из голливудских красавчиков Робина Райта. Диана получает сведения о внешнем мире, узнает кое-что о своей женской природе, и история получает развитие. Зачем ты пришел? Тут такое дело. Но вы в большой опасности. Мифам и древностям в мире уделяется достаточно большое внимание. Картина основана на перезапущенной в 2011 году комикс-серии, согласно которой Чудо-женщина является полубожеством и дочерью самого Зевса. Проговоримся, что противника супергероини выбирали тоже под стать ее античному профилю, из греческого пантеона богов. Вообще, тема божественного свойства суперсилы близка по духу всей супергеройской франшизы DC и получила ярко выраженный акцент, когда разработка киновселенной была передана в руки Зака Снайдера. Молодой постановщик привнес картины голливудский пафоса истинно эпических масштабов и гнетуще мрачную манеру повествования, чем серьезно раздосадовал критиков первого фильма серии «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». В процессе подход к киноадаптациям было решено изменить. Режиссерское кресло «Чудо-женщины» досталось женщине-постановщице Пэтти Дженкинс, и спин-офф неожиданно заиграл новыми красками. Кто эта женщина? Она мой секретарь, сэр. Она очень хороший секретарь. С юмором в фильме все в порядке. Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот, блиставшей на экранах с 4 по 7 часть «Форсажей», большую часть фильма представит наивной девушкой, испытывающей естественные трудности адаптации при столкновении с внешним миром и преследующей свои навязчивые идеи. На войну. Ну, вообще-то война в той стороне, но нам сначала надо сюда. Между тем, сказать, что экранный образ амазонской богини получился плоским, решительно невозможно. Чудо-женщина умело сочетает в себе грацию и невинную красоту, взирая на мир широко распахнутыми глазами, не теряя при этом надлежащей осанки супергероя. По мере развития событий Диана обретает новые стимулы и превращается в доблестную защитницу человечества, достойную составить партию Бэтмену и Супермену в грядущем блокбастере «Лига справедливости». Если ты хочешь остановить ее, то помоги мне сделать это сейчас. Резюмируя впечатление по шкале киномера, первый сольный фильм про Чудо-женщину получает следующую тезисную оценку. К – красивое И, ироничное Н, необременяющее и О – обаятельное кино. Понравилось очень, впечатляет. Да, очень понравилось. А что понравилось? Чудо-женщина. Актриса. Очень классная. Ну, я люблю такого жанра фильмы, поэтому пошел исторического жанра и эффекты такие. Секрет успеха нового фильма киновселенной DC прост в прямом смысле этого слова. Так же, как проста, наивна и бесхитростна его центральная героиня. Отказавшись от традиционной формулы, создатели не нагружают нас массой сюжетных арок и поворотов, а подают довольно незатейливую историю. И, как ни странно, это работает. На сеанс можно идти с легким сердцем и предвкушением действительно красивого визуального ряда. Переходим к другим новостям кино.
Сезон отпусков объявляется открытым. Одноименная полнометражная экранизация культового сериала 90-х годов «Спасатели Малибу» добавит калифорнийского колорита в ваши хмурые будни. Спасатели всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. А теперь узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. Фильм доступен в прокате кинотеатра «Атмосфера». Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона. Но настанет день, и она явится в наш мир и вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Зачин, знакомый миру истории еще середины прошлого века, вновь возродит на экранах кинотеатров культового монстра – Мумию, теперь и в женской вариации. Украшением ремейка служат такие именитые актеры, как Том Круз и Рассел Кроу, а слоган картины, вселяющий неподдельный трепет, провозглашает: «Отныне миром правят боги и монстры». Отныне это уже с четверга текущей недели. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить грядущую премьеру. Говорят, возникновение супергеройских комиксов в 30-х годах прошлого столетия явилось искусным способом пропаганды общекультурных ценностей, когда большинство американских подростков открыто симпатизировали своевольному гангстерскому образу жизни. Конечно, в нашей стране достаточно реальных примеров доблести и героизма. Однако наблюдать за тем, как представления другой культуры находят свое воплощение в идеализированных экранных образах, оттого не менее интересно. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино. Ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора.